Современники называли вокал Шаляпина похож на живопись Рембрандта. Чтобы ичиги сшить самому. Танцуют, поют, не говорят. Это было так для него удивительно. Что касается нашей коллекции, она появилась в Казани в 1998 году. Мы ее закупили у известного коллекционера петербургского, автора монументального труда о Шаляпине. Это коллекция Юрия Федоровича Котлярова. Еще родилась такая идея обязательно на выставке на этом показать то, что еще не видели казанцы. Мебель из петербургской квартиры Шаляпина, которая досталась нам через Котлярова. И сделать из этой мебели такую, композицию, инсталляцию. Достаточно большая коллекция, около 1200 единиц хранения. Фотография, снятая на стеклянный негатив. Такой вуалью водяной покрывается из серебряных частичек состоящий. Здесь мы показываем где-то около 200 единиц хранения. Шаляпин описывает эпизоды из своего казанского детства. Он рассказывает о том, что у него был дворовый друг Кузька Рогожкин, который был сильный, его на 2 года старше, и угнетал всех ему непокорных. И больше всего и чаще всего доставалось Шаляпину. Бывшие крепостные крестьяне приехали в Казань из Вятского края на заработки. Но этот отец был грамотен, и он служил переписчиком бумаг в Земского праве. А потом уже, когда Шаляпин закончил единственное учебное заведение, 3-классное, этого училища городского, его отец устроил на работу. Мальчишка живет в Суконной Слободе. Трактиры, там ругань, драки, побои и все такое. И вот он оказывается случайно, неожиданно для него в театре. Люстра огромная на потолке. Прекрасный занавес поднимался, опускался. И вдруг люди танцуют, поют, не говорят. Это было так для него удивительно. Вот у нас граммофон с алюминиевой трубой из петербургской квартиры Шаляпина. Патефон 30-х годов, тоже из петербургской квартиры Шаляпина. Дмитрий Усатов первый заметил способности и талант, данный Богом Шаляпину. А Мамонтов, пригласивший его в Нижнем Новгороде в свою частную оперу, помог расцвести этому таланту. Он не ограничивал свободу даже в выборе репертуара Шаляпина. Здесь Шаляпин познакомился и с Костей Коровиным, и с Головиным, со всеми художниками, потому что вокруг Саввы Мамонтова образовался такой художественный кружок. И здесь же он познакомился с Солой Игнатьевной Шаляпиной, то есть этой Торнаги. Вот их свадебная фотография в единственном экземпляре. Она не тиражированная, она матричная. С автографом Шаляпина, его четким почерком, видите, слово «хорошо» написано. Вот так он оценил качество записи. Это еще один пример, что даже одно слово или записка какая-то раскрывает личность. Старшей дочери Ирине Федоровне в 24 году он написал записочку, письмо такое, с просьбой прислать разноцветные кусочки софьяновой кожи, с тем, чтобы ичиги сшить самому. А это говорит о том, что Шаляпин владел ремеслом сапожника. Известно по биографиям Шаляпина, по автобиографиям в том числе, что отец его отдавал не единожды в обучение к сапожнику. Один был родственником даже их, чтобы Шаляпин не шатался по улицам, чтобы в театре не пропадал, деньги не тратил, а вот таким мужским, тяжелым, может быть, грязным ремеслом занимался. Марина Федоровна Шаляпина, она продавала все, что оставалось от отца, вот костюм, работы Головина с жемчугами и самоцветами в Лондонскую национальную галерею. Самоварный столик, часы тоже нет. Вот ламберный столик, да, там вдали. А вот табурет к роялю, но не рояль. Из петербургской квартиры Шаляпина, напечатано на французском языке.
анонсирующая выступление Шаляпина в опере Римского-Корского «Псковитянка», но на парижской сцене она шла под названием «Иван Грозный». Счастливым будет тот посетитель выставки, в стенах, которые слышали когда-то божественный голос Шаляпина, почувствует перекличку эпох из жизни Казани, услышит голос ее замечательных благородных традиций.